За 3 часа до того, как его жизнь оборвется на автодороге Бишкек-Карабалта, телефон Тимира Джумакадырова зазвонил последний раз от человека, имени которого никто не смог установить. Те, кто был рядом в тот предрассветный час 7 октября 2017 года, помнят, как вице-премьер по вопросам безопасности вышел из комнаты, чтобы ответить на звонок, и вернулся через несколько минут с выражением лица, которое один из свидетелей позднее опишет как «будто он только что узнал о чем-то неизбежном». Никто не слышал разговора. Никто не видел номера на экране. Но в народной памяти киргизов, для которых знаки судьбы значат больше, чем любые рациональные объяснения, этот звонок остался символом того, что жизнь Тимира Курмангазиевича подходила к концу, и кто-то пытался его предупредить. Существует версия, ее невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть документально, что голос в трубке произнес на киргизском одну единственную фразу, которую потом будут повторять в социальных сетях, на поминках, в разговорах за закрытыми дверями «Жолу жабык барба». «Твоя дорога закрыта, не езжай». В киргизской культуре, где предчувствия и сны обладают почти материальной силой, такие слова — не просто предупреждение, это приговор небес. И если верить тем, кто был свидетелем последних часов Тимира, он знал о приговоре, но все равно поехал в Таласскую область, потому что долг перед страной стоял выше любых мистических знаков. 7 октября должно было стать обычным рабочим днем, проверка готовности избирательных участков к президентским выборам 15 октября. Но для 38-летнего вице-премьера, секретаря Совета Безопасности, человека, которого президент Алмазбек Атамбаев называл будущим лидером нации, это утро стало последним. Когда служебный внедорожник Toyota Land Cruiser тронулся в путь около 7 часов утра, в салоне находились 3 человека: Тимир Джумакадыров, его верный помощник Нурлан Джамгарчиев, 30 лет, и водитель Нурбек Муканов, 33. Через полчаса в селе Садовое Московского района Чуйской области их машина столкнется с грузовиком, водитель которого Таалайбек Уулу Автандил выйдет на встречную полосу, не справившись с управлением. Все 3 погибнут на месте. Официальная версия назовет это случайностью: ремонт дороги, высокая скорость, потеря контроля над грузовиком. Но в народе будут шептаться о другом, о человеке, который боролся с коррупцией так яростно, что за 4 года его работы в Совете Безопасности было возбуждено 6311 уголовных дел. О человеке, который всего за 12 дней до гибели публично критиковал власти за недостаточные меры по безопасности на дорогах, словно предчувствуя собственную судьбу. И о том самом звонке от Белгисис неизвестного, который, возможно, был последней попыткой небес переписать предначертанное. Что произошло в те минуты между звонком и выездом? О чем думал Тимир, когда садился в машину? Знал ли он, что это путешествие станет последним? И кто был тот человек на другом конце провода, чей голос пытался остановить неизбежное? 7 октября 2017 года началось для Тимира Джумакадырова задолго до рассвета. Те, кто знал его привычки, рассказывают, что вице-премьер просыпался около 5 утра, привычка, выработанная еще в годы службы в Совете Безопасности, когда каждый день мог принести угрозу, требующую немедленной реакции. В то утро, по воспоминаниям близких, он выглядел спокойным, собранным, почти обыденным в своей готовности к рабочей поездке. Никаких признаков тревоги. Никаких слов о дурных предчувствиях. Но если вглядеться в детали, а именно детали рассказывают правду о последних часах человека, можно заметить едва различимые трещины в этом спокойствии. Сначала был завтрак. Обычный, тихий, с семьей. Его жена Нарасу Иналиева вспоминала позднее, что Тимир выпил свой кофе медленнее, чем обычно, словно задерживаясь в моменте. Задержка была почти незаметной, несколько минут, не больше, но в памяти вдовы, пересматривающей каждую секунду того утра в поисках знаков, эта пауза стала символом. Он смотрел на детей дольше, чем обычно. Он поцеловал Нору на прощание, и этот поцелуй, как она скажет год спустя в интервью, был иным, не небрежным, как бывает в спешке, а осознанным, почти прощальным. Но тогда, в то утро, она не придала этому значения. Как можно предвидеть, что самые обыденные жесты станут последними? Около 6 часов утра Тимир вышел из дома. Здесь хронология становится размытой, потому что точных свидетельств о том, что происходило в следующий час, почти нет.
Известно, что он встретился с помощником Нурланом Джамгарчиевым и водителем Нурбеком Мукановым, двумя людьми, которые разделят с ним последний путь. Известно, что они обсуждали маршрут Таласская область, проверка избирательных участков, возвращение к вечеру. Рутинная поездка для человека, возглавлявшего республиканский штаб по подготовке выборов. Но где-то между 6 и 7 часами утра произошло нечто, что выбивается из рутины. Один из сотрудников аппарата вице-премьера, имя его не называется в официальных документах, но свидетельство его существует в виде записи, переданной журналистам через год после трагедии, утверждал, что видел, как Тимир отошел в сторону, чтобы принять телефонный звонок. Разговор был коротким. Меньше минуты. Когда Тимир вернулся, его лицо, по словам свидетеля, изменилось. Что значит «изменилось»? Свидетель описывает это как потерю цвета, как будто кровь отлила от лица. Тимир не сказал ни слова о звонке. Он просто кивнул Нурлану и Нурбеку, мол, поехали, и направился к машине. Позднее, когда трагедия уже случилась, этот свидетель будет мучиться вопросом, нужно ли было спросить, что произошло? Можно ли было остановить Тимира, если бы кто-то настоял на объяснении? Но в тот момент никто не спросил. Потому что Тимир Джумакадыров был вице-премьером по безопасности, человеком, отвечавшим за защиту страны, и предполагалось, что он сам знает, как защитить себя. В 7 часов утра Toyota Land Cruiser выехал из Бишкека. Дорога до Таласа занимает несколько часов, но им суждено было проехать лишь несколько десятков километров. Село Садовое Московского района — ничем не примечательное место, которое раньше было просто точкой на карте, а теперь стало точкой, где оборвались 3 жизни. Дорога в тот день ремонтировалась. Одна полоса была перекрыта, движение шло по встречной. Это создавало опасность, о которой Тимир Джумакадыров, как вице-премьер по безопасности, знал лучше всех. Всего за 12 дней до этого утра он выступал на совещании правительства и критиковал слабые меры по безопасности на дорогах, указывая на высокий уровень смертельных дорожно-транспортных происшествий. Ирония судьбы, или ее жестокая логика, в том, что критика стала пророчеством. Около половины 8 утра грузовик, двигавшийся в противоположном направлении, вышел на встречную полосу. Водитель Таалайбек Уулу Автандил позже признает вину и скажет, что не справился с управлением. Столкновение было лобовым. Спасателей вызвали жители села, услышавшие грохот. Когда они прибыли, было уже поздно, все 3 в машине вице-премьера погибли на месте. У Нурлана Джамгарчиева остался 1 ребенок. У Нурбека Муканова тоже 1. Тимиру Джумакадырову было 38 лет. Но вопросы не умерли вместе с ними. Кто звонил Тимиру утром 7 октября? Что было в том разговоре, который изменил выражение его лица? И почему человек, отвечавший за безопасность страны, поехал по опасной дороге, словно зная, что судьбу не обмануть? Когда весть о гибели Тимира Джумакадырова достигла Бишкека, город замер. Для киргизов, у которых культура памяти переплетена с верой в предопределенность судьбы, смерть молодого лидера — это не просто трагедия, это знак, требующий осмысления. И чем больше людей узнавали о деталях того утра, тем сильнее крепло убеждение, что произошедшее было не случайностью, а исполнением некоего невидимого плана. В социальных сетях, на улицах, в домах по всей стране начали циркулировать слухи. Одни говорили о заказном убийстве, мол, человек, возбудивший 6311 уголовных дел по коррупции за 4 года, не мог не нажить врагов. Другие вспоминали его публичную критику дорожной безопасности за 12 дней до гибели и видели в этом зловещую иронию. Но самой живучей оказалась версия мистическая, что Тимир знал о своей смерти заранее, что кто-то предупредил его, и что он все равно поехал, потому что судьбу не обманешь. Вдова Тимира, Нарас Уйналиева, стала центром этой истории волей обстоятельств. Когда она согласилась дать интервью в октябре 2018 года, ровно через год после трагедии, журналисты ожидали услышать гнев, требования расследования, обвинения в адрес властей. Вместо этого Нара сказала слова, которые перевернули весь нарратив. Она сказала, что не верит в заговор.
Она изучила все материалы уголовного дела против водителя грузовика Талайбека Уулу Автандила, который признал вину. Она видела экспертизы, читала протоколы, и ее сердце, вот как она это выразила, ее сердце говорит, что это была судьба. «Каждый человек рождается с датой своей смерти», — сказала Нара. У Тимира эта дата была 38 лет. И никто не мог ее изменить. Эти слова — не отречение от мужа, не попытка закрыть тему. Это исповедь женщины, воспитанной в культуре, где понятие «тагдыр», «судьба», «предназначение» не просто философская категория, а живая сила, управляющая жизнями. Нара рассказала журналистам о том, как за год до гибели Тимира его отцу сделали сложную операцию, во время которой сердце на несколько секунд остановилось. Тимир, находившийся в палате, плакал, редкое проявление эмоций для человека, чья карьера строилась на твердости. «А вдруг у отца сердце не запустится?» — повторял он. Отец выжил. Но, как говорит Нара, этот момент показал, что Тимир чувствовал хрупкость жизни острее, чем окружающее. Он знал, что смерть может прийти внезапно. И когда она пришла за ним самим, это не было неожиданностью для его души, даже если разум не успел подготовиться. Но версия вдовы не единственная в этой истории. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая вскоре после трагедии, не смог сдержать слез. «Это был человек, которого я видел одним из руководителей страны», — сказал он, и в этих словах звучала не просто скорбь, а почти отчаяние. Тимир Джумакадыров рассматривался как восходящая звезда киргизской политики. Ему было всего 38. Он владел английским и испанским языками. Он был советником государственной службы 3-го класса. Он увлекался баскетболом и плаванием, вел здоровый образ жизни. Ничто не предвещало, что его жизнь оборвется так рано. И все же оборвалась. Для Атамбаева, который видел в Тимире будущее нации, эта смерть стала не просто личной потерей, но и крушением политических надежд. Похороны состоялись 9 октября 2017 года в Кыргызском национальном академическом театре имени Токтагула Абдумамунова. Тысячи людей пришли проститься. Многие плакали открыто, не потому, что лично знали Тимира, а потому, что его история задела что-то глубокое в коллективном сознании народа. «Короткая, но яркая жизнь», написали в некрологе. Эта фраза стала мемом, символом, призмой, через которую киргизы начали воспринимать трагедию. Тимир был похоронен на Улаарчинском кладбище, где покоятся многие выдающиеся деятели страны. Но могила не положила конец вопросам. В январе 2018 года в Московском районном суде начался процесс против Талайбека Уулу Автандила, водителя грузовика. Он признал вину. Суд постановил выплатить родственникам погибших ущерб в размере 2 127 000 сомов. Автандил не смог выплатить эту сумму. Его самого госпитализировали после аварии, он выжил, в отличие от 3 человек в машине вице-премьера. Для многих в Кыргызстане этот судебный процесс стал подтверждением официальной версии. Случайное дорожно-транспортное происшествие, вызванное ремонтом дороги, высокой скоростью и потерей управления грузовиком. Но для тех, кто верит в мистику, суд не закрыл главный вопрос. Потому что вопрос не в том, кто был за рулем грузовика. Вопрос в том, кто звонил Тимиру утром 7 октября. И почему этот звонок, если он действительно был, остался тайной. Существуют люди, их немного, и они не хотят называть имен, которые утверждают, что слышали от близких к Тимиру лиц о предупреждениях. Не обязательно в форме телефонного звонка. Возможно, это был разговор за несколько дней до поездки. Возможно, сон, который Тимир видел и который его встревожил. Киргизская культура пронизана верой в вещи и сны. Считается, что душа человека может видеть будущее, когда тело спит. Если Тимир видел сон о своей смерти, он мог не рассказать об этом никому, из суеверия, что озвученный сон становится неизбежным. Но молчание не спасает, как знает любой киргиз. Судьба найдет свой путь. В памяти народа Тимир Джумакадыров остался не просто вице-премьером или борцом с коррупцией. Он стал символом того, как даже самые сильные, умные,
подготовленные люди беззащитны перед лицом предначертанного. Его история — это урок о том, что власть, должность, охрана, служебный автомобиль не гарантируют защиты, когда приходит твой час. И это история о том, что знаки судьбы, будь то загадочный звонок, дурной сон или необъяснимая тревога, не всегда можно расшифровать, пока не станет слишком поздно. Нара Суйналиева, его вдова, воспитывает детей по заветам мужа. Она говорит, что Тимир хотел бы, чтобы молодежь Кыргызстана помнила его не как жертву трагедии, а как человека, который служил стране до последнего вздоха. Но народ помнит иначе. Народ помнит мистическую историю человека, который, возможно, знал о своей смерти и все равно поехал, потому что долг был выше страха. И каждый, кто слышит эту историю, задает себе вопрос: если бы тебе позвонили утром и сказали «Жолу жабык, Барба, твоя дорога закрыта, не езжай», послушался бы ты? Или, как Тимир, поехал бы навстречу судьбе? Ответа нет. Есть только пустая дорога в селе Садовое, где 7 октября 2017 года в половине 8 утра столкнулись две машины, и 3 жизни оборвались в одно мгновение. И есть тайна того утреннего звонка, которая, возможно, никогда не будет разгадана. Потому что некоторые вопросы не требуют ответов. Они требуют только памяти. Существует архив, о котором не принято говорить вслух, личные видеозаписи семьи Джумакадыровых, снятые за последние 2 месяца перед трагедией. Эти записи не предназначались для публики, это были домашние моменты, дни рождения, семейные ужины, простые вечера, когда Тимир возвращался с работы позже обычного. Нара Суйналиева хранила их как святыню и никогда не показывала журналистам. Но спустя год после смерти мужа она позволила одному близкому другу семьи посмотреть фрагменты, чтобы понять, что происходило за закрытыми дверями дома, когда вице-премьер по безопасности снимал костюм и становился просто Тимиром, мужем и отцом. То, что увидел друг, перевернуло его представление о последних днях Тимира Джумакадырова. Потому что в кадрах, если присмотреться, если остановить время и вглядеться в глаза человека, видна не усталость. Видно предчувствие. На одной из записей, датированной 23 сентября 2017 года, за 14 дней до гибели, Тимир сидит за столом с детьми. Он помогает старшему сыну с домашним заданием. Камера в руках Норы дрожит слегка, она смеется над чем-то, что сказал младший. Но Тимир не смеется. Он смотрит на детей с выражением, которое друг семьи, увидевший эту запись, опишет позже как «прощальное». Он гладит сына по голове медленно, словно запоминая прикосновение. Он целует дочь в лоб и задерживает губы на секунду дольше, чем обычно. Это не паранойя наблюдателя, пытающегося найти знаки там, где их нет. Это объективная реальность, запечатленная камерой, человек, который знает нечто, о чем не говорит вслух. Нара вспоминала, как в те последние недели сентября Тимир начал задерживаться дома по утрам. Раньше он уходил на работу около 6 утра, привычка военного времени, когда каждая минута на счету. Но теперь он выходил позже, иногда на полчаса, иногда на час. Не потому, что опаздывал, а потому, что смотрел, как дети просыпаются, как Нара готовит завтрак, как солнце входит в окна их дома. «Я думала, он просто устал от работы», — скажет Нара год спустя. Но теперь я понимаю, он прощался. В киргизской культуре существует понятие «аласкасизим», предчувствие издалека, когда душа человека знает о грядущем раньше, чем разум. Тимир Джумакадыров не говорил о предчувствиях. Но его поведение кричало о них. Была еще одна деталь, которую заметила Нара только после трагедии, когда начала перебирать вещи мужа. В ящике его рабочего стола дома она нашла конверт, запечатанный, без надписи. Внутри — письмо, написанное рукой Тимира. Оно датировано 28 сентября 2017 года, за 9 дней до его смерти. В письме он обращается к Наре и детям. Он пишет о том, как любит их. Он пишет о том, что если что-то случится, они должны помнить, он всегда делал то, что считал правильным. Он пишет, что гордится ими и что они должны быть сильными. И в конце одна фраза, которая заморозила кровь в жилах Норы, когда она прочитала ее.
Иногда судьба говорит тише, чем мы хотим услышать, но она всегда говорит. Что это было? Завещание. Признание. Или просто философское размышление человека, который слишком много знал о хрупкости жизни. Нора передала следствию все, что требовалось официально: документы, записи, показания. Но это письмо она не показала ни следователям, ни журналистам. Она хранила его как последнюю тайну мужа, а оно было слишком личным, слишком болезненным для посторонних глаз. Потому что публичное раскрытие означало бы признание того, во что она не хотела верить, что Тимир знал. Что он чувствовал приближение конца. Что 7 октября не было случайностью, а исполнением предначертанного, которое он принял с достоинством человека, понимающего, что некоторые вещи нельзя изменить. Но самым потрясающим открытием стало не письмо. Самым потрясающим стало то, что сказала дочь Тимира, тогда ей было 11 лет, спустя несколько месяцев после похорон. Она рассказала матери о разговоре, который состоялся между ней и отцом за неделю до его смерти. Они сидели вечером в саду. Дочь спросила: «Папа, ты когда-нибудь боишься?» Тимир помолчал, а потом ответил: «Я боюсь только одного, что не успею сказать вам все, что хочу сказать». Девочка не поняла тогда смысла этих слов. Теперь она понимает. И этот разговор преследует ее каждую ночь. Семья Тимира Джумакадырова знала то, чего не знал никто другой. Они видели человека, который медленно готовился к прощанию. И теперь вопрос не в том, предчувствовал ли Тимир свою смерть. Вопрос в том, почему он не отменил поездку 7 октября, если знал, что дорога его ведет в никуда. Что заставляет человека идти навстречу судьбе, когда он может просто остаться дома? В архивах Службы национальной безопасности Кыргызстана существует досье, доступ к которому ограничен грифом «для служебного пользования». В нем медицинские записи Тимира Джумакадырова за последние 2 года его жизни. Официально эти записи не существуют, потому что личный врач вице-премьера вел документацию не в государственной больнице, а в частном порядке, чтобы избежать утечек информации. Но после трагедии семья передала эти записи следствию, надеясь, что они помогут понять, был ли Тимир в состоянии принимать решение утром 7 октября. То, что обнаружили эксперты, рассказывает историю не о болезни, а о цене служения. Тимир Джумакадыров платил за свою должность здоровьем, и счет был выставлен задолго до того, как грузовик вышел на встречную полосу. Первая запись, которая привлекла внимание, датирована мартом 2016 года. Тимир обратился к личному врачу с жалобами на хроническую бессонницу. Он спал по 3-4 часа в сутки, и не потому, что не хотел спать, а потому, что не мог. Каждый раз, когда закрывал глаза, разум продолжал работать: дела, угрозы, решения, которые нужно принять. Врач прописал легкие седативные, но Тимир отказался. «Мне нужна ясность ума», записано в протоколе консультации. «Я отвечаю за безопасность страны. Я не могу позволить себе затуманенное сознание». Врач настаивал. Тимир был непреклонен. Бессонница продолжалась. К концу 2016 года медицинские записи фиксируют новую проблему — повышенное артериальное давление. Не критическое, но устойчивое. Тимиру было 37 лет, возраст, когда давление должно быть стабильным, если человек ведет здоровый образ жизни. Но Тимир не мог вести здоровый образ жизни. Его график включал совещания с утра до вечера, поездки по стране, встречи с главами силовых структур, анализ угроз. Даже его хобби, баскетбол и плавание, превратились в редкие эпизоды, потому что времени не было. Врач предупредил: если не снизить нагрузку, организм не выдержит. Тимир кивнул, пообещал подумать и продолжил работать в том же режиме. Летом 2017 года, за 3 месяца до гибели, в записях появляется тревожная пометка. Тимир жаловался на боли в груди. Не острые, не инфарктные, а тянущие, давящие, которые приходили и уходили без видимой причины. Врач назначил кардиограмму. Результаты показали аритмию, сбой сердечного ритма,
характерной для людей, живущих в состоянии хронического стресса. «Нужно взять отпуск», — написал врач в заключении. «Хотя бы 2 недели. Иначе риск серьезных осложнений». Тимир ответил, что отпуск возьмет после выборов 15 октября. До выборов оставалось 2,5 месяца. Но до выборов он не дожил. Самая последняя запись в досье датирована 4 октября 2017 года, за 3 дня до смерти. Тимир позвонил врачу поздно вечером. Сказал, что чувствует странную усталость. Не физическую, а эмоциональную, как будто тело и душа больше не синхронизированы. Врач предложил приехать на осмотр. Тимир отказался: «Нет времени. У меня завтра совещание, послезавтра поездка в Талас». Врач спросил: «Тимир Курмангазиевич, вы понимаете, что ваш организм на пределе?» Тимир ответил: «Понимаю. Но страна не может ждать, пока я отдохну». Это был их последний разговор. После трагедии врач дал показания следствию. Он сказал, что если бы Тимир слушал медицинские рекомендации, он мог бы прожить еще много лет. Но Тимир выбрал служение вместо самосохранения. Это не героизм в традиционном понимании. Это медленное самоубийство через работу, когда человек осознанно жертвует здоровьем ради долга. Врач плакал, когда давал показания. Он говорил, что видел многих политиков, но никто не был настолько готов уничтожить себя ради страны, как Тимир Джумакадыров. Семья Тимира узнала о медицинских проблемах только после его смерти. Нара была в шоке. «Почему он не сказал мне?» — спрашивала она врача. Врач ответил: «Он не хотел, чтобы вы волновались. Он думал, что справится сам». Это ложь сильных людей, они думают, что могут победить все, включая биологию. Тимир не мог. Его тело отказывалось подчиняться воле. Но он продолжал давить на него, как водитель, выжимающий последние капли из пустого бака. Есть версия, ее высказывают некоторые медики, изучавшие досье, что утром 7 октября Тимир мог испытывать преддверие сердечного приступа. Боль в груди, которую он игнорировал месяцами, могла усилиться. Возможно, именно это изменило выражение его лица после загадочного звонка. Возможно, звонка не было вовсе, а была физическая боль, которую он принял за знак судьбы. Но эта версия не объясняет главного, почему человек, чувствующий, что его организм разрушается, садится в машину и едет по опасной дороге вместо того, чтобы вызвать скорую помощь. Ответ в письме, которое Тимир оставил семье. Иногда судьба говорит тише, чем мы хотим услышать. Он слышал. Его тело кричало о помощи. Но он выбрал игнорировать, потому что признать слабость означало бы предать ту роль, которую он играл для страны. Вице-премьер по безопасности не может быть слабым. Секретарь Совета Безопасности не может жаловаться на усталость. Человек, ответственный за жизни миллионов, не имеет права заботиться о собственной жизни. Это и есть цена власти. Ни деньги, ни слава, ни враги. Цена власти — это разрушение себя изнутри, когда долг становится важнее инстинкта самосохранения. Тимир Джумакадыров заплатил эту цену полностью. И теперь вопрос, знал ли он, что платит? Или верил, что успеет остановиться, когда придет время? И если знал, почему не остановился раньше? За месяц до гибели Тимир Джумакадыров начал делать нечто странное. Он стал проверять маршруты своих поездок лично, заранее, без уведомления службы безопасности. Водитель Нурбек Муканов, тот самый, который погибнет вместе с ним 7 октября, рассказывал коллегам, что вице-премьер звонил ему поздно вечером и просил проехать по завтрашнему маршруту ночью, когда дороги пусты. «Просто проверим», — говорил Тимир. «Нужно знать, где опасные участки». Это было необычно. У вице-премьера была служба охраны, которая отвечала за безопасность передвижений. У него были аналитики, которые составляли маршруты с учетом рисков. Но Тимир перестал им доверять. Один из охранников,
Имя его не называется в официальных документах, но свидетельство существует в записях внутреннего расследования. Заметил, что начиная с середины сентября 2017 года Тимир стал задавать странные вопросы. Кто утверждал этот маршрут? Кто еще знает, куда я иду завтра? Проверяли ли машину на жучки? Охранник подумал, что это обычная паранойя человека на высокой должности. В Кыргызстане, где политические интриги — часть ландшафта, такие вопросы не редкость. Но теперь, после трагедии, этот охранник задается другим вопросом: а что, если Тимир знал нечто, о чем не говорил? Что, если он чувствовал, что за ним следят, и пытался обмануть тех, кто планировал его убийство? Существует запись разговора, она не вошла в официальные материалы дела, но циркулирует в закрытых кругах силовых структур, в которой Тимир говорит с одним из своих заместителей о том, что слишком много людей знают, куда я иду. Заместитель отвечает: Тимир Курмангазиевич, это протокол безопасности. Мы обязаны координировать ваше передвижение. Тимир молчит несколько секунд, а потом говорит: иногда протокол безопасности — это способ сделать тебя предсказуемым. А предсказуемость — это уязвимость. Разговор обрывается. Но смысл остается: Тимир боялся не внешних угроз. Он боялся утечки информации изнутри. Нарас Уйналиева вспоминала, как в последние недели перед смертью Тимир перестал обсуждать с ней рабочее дело. Раньше он делился, рассказывал о сложных делах, о политических маневрах, о том, с кем конфликтовал в правительстве. Теперь молчание. Когда Нарас спрашивала, все ли в порядке, он отвечал: чем меньше ты знаешь, тем безопаснее для тебя. Это не была фраза заботы. Это была фраза человека, который понимает, что информация может быть использована против близких. 3 октября, за 4 дня до гибели, Тимир позвонил своему старому другу, с которым учился в университете. Они не общались несколько месяцев. Тимир сказал: если со мной что-то случится, ты позаботишься о Наре и детях? Друг засмеялся: Тимир, ты параноишь. С тобой ничего не случится. Тимир не засмеялся. Он повторил: обещай. Друг пообещал, думая, что это шутка. Через 4 дня он будет рыдать на похоронах, понимая, что это не была шутка. Паранойя Тимира Джума Кадырова не была клинической. Это была рациональная реакция человека, который знал слишком много о том, как устроена власть. Он возбудил 6311 уголовных дел по коррупции за 4 года. Это означает, что у него были враги в каждом эшелоне власти: чиновники, которых он отправил в тюрьму, бизнесмены, чьи схемы он разрушил, политики, чьи карьеры он уничтожил. Любой из них мог желать ему смерти. Любой мог организовать случайное дорожно-транспортное происшествие. Официальное расследование отвергло версию заказного убийства. Водитель грузовика Таалайбек Уулу Автандил признал вину. Экспертизы подтвердили, что он потерял управление из-за ремонта дороги и высокой скорости. Нет доказательств сговора. Нет доказательств подкупа. Нет доказательств того, что кто-то специально направил грузовик в машину вице-премьера. Но отсутствие доказательств не означает отсутствие истины. Особенно в стране, где политические убийства маскируются под несчастные случаи. Тимир Джумакадыров чувствовал опасность. Он пытался защититься единственным способом, который знал: быть непредсказуемым, проверять маршруты, не доверять даже охране. Но 7 октября он поехал в Талас по запланированному маршруту, в запланированное время, в служебной машине, которую все знали. Почему? Если он был настолько параноиден, почему не отменил поездку? Почему не изменил маршрут в последний момент? Почему не поехал на другой машине, не предупредив никого? Есть только один ответ, который объясняет это противоречие. Тимир устал бороться. Его тело разрушалось. Его разум был на пределе. Его душа знала, что игра окончена. И когда утром 7 октября раздался тот загадочный звонок, реальный или вымышленный, он принял его как освобождение. Не как угрозу, а как разрешение перестать сопротивляться.
Судьба звала. И Тимир Джумакадыров ответил единственным способом, который был ему доступен, он поехал навстречу. Был ли он прав, когда подозревал предательство? Мы никогда не узнаем. Потому что мертвые не дают показаний. А живые предпочитают молчать. В Национальном архиве Кыргызской республики существует папка под номером 5217, которую не показывают посетителям. В каталоге она обозначена нейтрально: служебная переписка, октябрь 2017 года. Но те немногие, кто имел доступ к ее содержимому после трагедии, знают правду. Эта папка хранила документы последней недели работы Тимира Джумакадырова. Протоколы совещаний. Служебные записки. Списки лиц, с которыми он встречался в частном порядке. И главное, внутреннюю переписку между вице-премьером и 3 людьми из его ближайшего окружения, в которой речь шла не о выборах и не о безопасности. Речь шла о том, кому можно доверять, а кому нельзя. Спустя 2 месяца после гибели Тимира, когда следствие формально закрыло дело, признав произошедшее несчастным случаем, сотрудники архива получили распоряжение изъять из папки под номером 5217 ровно 12 страниц. Распоряжение пришло из аппарата правительства, без объяснения причин. Архивариус, выполнявший приказ, запомнил, что изымаемые страницы содержали переписку Тимира с одним из его заместителей, имя заместителя не называлось в заголовках, только инициалы. Тимир писал о подозрениях. О том, что кто-то из внутреннего круга сливает информацию о его передвижениях. О том, что нужно проверить телефоны нескольких человек на предмет прослушки. Последнее письмо в этой цепочке датировалось 5 октября, за 2 дня до гибели. В нем Тимир просил заместителя организовать встречу без протокола, без свидетелей, где-нибудь за городом. Встреча так и не состоялась. Куда делись эти 12 страниц? Архивариус не знает. Он передал их представителю правительства, который расписался в получении и исчез. Попытки найти этого человека позднее не увенчались успехом, в штатном расписании аппарата такой должности не существовало, а подпись на документе оказалась неразборчивой. Для тех, кто верит в заговоры, это классическая картина: улики, которые могли бы изменить ход расследования, исчезают в тот момент, когда дело официально закрывается. Но есть и другое объяснение, более простое, более бюрократическое. Возможно, изъятые страницы содержали государственную тайну, и их засекретили в целях безопасности. Возможно, ничего криминального там не было. Возможно. Но остается факт: в последние дни жизни Тимир Джумакадыров подозревал, что кто-то из его окружения работает против него. Он не знал, кто именно. Он не знал, с какой целью. Но он чувствовал предательство так же отчетливо, как чувствует приближение грозы по изменению давления воздуха. И эта уверенность заставила его действовать. 3 октября, за 4 дня до гибели, он созвал узкое совещание с 3 людьми из службы безопасности. Темы обсуждения не записывались. Но один из участников позже рассказал, что Тимир задавал странные вопросы: «Если бы вы хотели организовать покушение на меня так, чтобы это выглядело как несчастный случай, как бы вы это сделали?» Люди переглянулись. Один из них попытался перевести разговор в шутку: «Тимир Курмангазиевич, вы слишком много детективов читаете». Тимир не улыбнулся. Он повторил вопрос, требуя серьезного ответа. Дискуссия длилась час. Обсуждались варианты: подрыв автомобиля, отравление, инсценировка дорожно-транспортного происшествия. Тимир слушал внимательно, делал пометки. В конце совещания он сказал фразу, которую участники запомнили дословно: «Самое опасное — это не враги снаружи. Самое опасное — это тот, кто стоит рядом и знает твой маршрут». После этого он отпустил их, попросив никому не рассказывать о разговоре. Все 3 выполнили просьбу. До момента, когда новость о гибели Тимира облетела страну. Тогда один из них пришел к следователю и рассказал об этом совещании. Следователь внес показания в протокол, но не придал им значения, официальная версия уже сложилась, и странные вопросы вице-премьера списали на профессиональную паранойю. Но была ли это паранойя? Или Тимир знал то,
Чего не знали следователи? В архиве отсутствуют 12 страниц. В последние дни жизни Тимир говорил о предательстве. Он отменил несколько встреч, ссылаясь на изменение планов. Он перестал доверять своей охране и лично проверял маршруты. Все эти действия говорят об одном: человек ожидал удара. И он пытался его предугадать, меняя тактику, запутывая следы. Но утром 7 октября он поехал в Талас по стандартному маршруту, в стандартное время, на стандартной машине. Почему? Есть версия, которую шепчут в закрытых кругах тех, кто работал с Тимиром: он перестал верить, что может спастись. Он понял, что если заговор существует, то он уже слишком глубоко вплетен в структуру власти, чтобы его можно было избежать. Оставалось только принять неизбежное с достоинством. И когда утром 7 октября Тимир услышал, или почувствовал, или придумал предупреждение «Жолу Жабык, Барба», он не воспринял его как угрозу. Он воспринял его как подтверждение того, что уже знал: дорога закрыта. Не конкретная дорога до Таласа, а вся его дорога. И единственное, что оставалось делать, это идти до конца, как идет на эшафот приговоренный, который знает, что апелляции не будет. Кто были те люди из его окружения, которых он подозревал? Имена не называются. Инициалы в изъятых документах не расшифрованы. Но если посмотреть на то, что произошло после смерти Тимира, кто занял его должность, кто получил доступ к его делам, кто продолжил работу по борьбе с коррупцией, а кто тихо свернул расследование, то картина складывается сама собой. Один из его заместителей через 3 месяца после трагедии был назначен на высокую должность в министерстве, несмотря на отсутствие опыта. Другой резко ушел в отставку, сославшись на личные причины, и уехал за границу. Третий продолжил служить, но перестал упоминать имя Тимира в публичных выступлениях, словно пытаясь стереть память о человеке, под началом которого работал 4 года. Архивы молчат. 12 страниц исчезли. Люди, знавшие правду, либо мертвы, либо молчат. А Тимир Джумакадыров лежит на Улаарчинском кладбище, унеся с собой секрет: знал ли он имена предателей? И если знал, почему не назвал их вслух? За 4 года работы в Совете безопасности тело Тимира Джумакадырова изменилось так, что близкие едва узнавали человека, которого помнили молодым. На фотографиях 2013 года, когда он только занял должность секретаря Совбеза, Тимир выглядит на свой возраст, 34 года, подтянутый, с ясным взглядом, уверенной осанкой. На последних снимках, сделанных за неделю до гибели, перед нами другой человек: плечи чуть опущены, под глазами тени, морщины на лбу прорезаны глубоко, словно их выдолбили стамеской. Он постарел не на 4 года. Он постарел на 15. Медицинские записи, переданные семьей следствию после трагедии, рассказывают историю физического разрушения с точностью хроники. Каждая запись — это метка на шкале, показывающая, как организм отказывается выдерживать нагрузку. Март 2016 года. Хроническая бессонница, отказ от седативных. Декабрь 2016. Повышенное давление, предупреждение врача об истощении ресурсов. Лето 2017. Боли в груди, аритмия, рекомендация взять отпуск. 4 октября. Последняя запись. Звонок врачу с жалобой на странную усталость, отказ от осмотра. 3 дня спустя Тимир мертв. И вопрос не в том, убил ли его грузовик на дороге. Вопрос в том, не убил ли его собственный организм задолго до 7 октября. Есть концепция, известная в медицине как синдром выгорания на высшем уровне. Это не усталость. Это состояние, когда нервная система человека работает в режиме постоянной боевой готовности так долго, что теряет способность отключаться. Адреналин, кортизол, другие гормоны стресса вырабатываются непрерывно, отравляя кровь, изнашивая сердце, разрушая сосуды. Человек может продолжать функционировать, ходить на работу, принимать решения, выступать на совещаниях. Но внутри него идет процесс медленного распада. Иммунитет падает. Сон становится невозможным без химической помощи. Аппетит исчезает. Тело превращается в машину, которая работает на последних каплях топлива,
и все знают, включая самого водителя, что скоро она встанет. Тимир Джумакадыров был такой машиной. Его врач, тот, кто вел записи в частном порядке, рассказывал после трагедии, что неоднократно предупреждал, если не остановиться, организм откажет. Но Тимир не мог остановиться. Потому что остановка означала бы признание слабости. А вице-премьер по безопасности, человек, отвечающий за защиту страны, не имеет права быть слабым. Он должен быть сильным, даже когда силы кончились. Он должен стоять, даже когда ноги подкашиваются. Он должен улыбаться на камеру, даже когда внутри него все кричит о помощи. Нара Суйналиева вспоминала, как в последние месяцы Тимир перестал спать в их общей спальне. Он говорил, что не хочет будить ее, когда встает среди ночи. Но правда была в другом, он не мог лежать неподвижно. Каждую ночь он вставал, ходил по дому, смотрел в окно, пил воду, пытался успокоить разум, который отказывался отключаться. Иногда Нара просыпалась в 3 часа ночи и видела свет в его кабинете. Она заходила. Тимир сидел за столом, перед ним лежали бумаги, но он не читал их. Он просто смотрел в одну точку с выражением лица человека, который проиграл битву с самим собой. «Все в порядке», — говорил он, когда Нара спрашивала. «Просто думаю о делах». Но это была ложь. Он не думал о делах. Он пытался не думать вообще. Потому что мысли стали невыносимыми. Коллеги по работе замечали изменения, но никто не говорил вслух. В правительственных кругах Кыргызстана существует негласное правило — не обсуждать здоровье высокопоставленных чиновников. Это считается неприличным, почти оскорбительным. Поэтому, когда Тимир начал терять вес, за 3 месяца до гибели он похудел на 8 килограммов, хотя его рацион не изменился, никто не спросил, все ли в порядке. Когда его руки начали слегка дрожать во время публичных выступлений, незаметно для камер, но заметно для тех, кто стоял рядом, никто не предложил помощь. Когда цвет его лица стал серым, почти землистым, словно кровь перестала питать кожу, никто не настоял на медицинском обследовании. Все делали вид, что ничего не происходит. Потому что признать, что Тимир разрушается, означало бы признать, что система, которая требует от людей такой цены, сама по себе разрушительна. А Тимир продолжал платить. Каждое утро он вставал. Каждый день он шел на работу. Каждый вечер он возвращался домой с лицом, на котором не осталось ничего живого. Нара говорила, что в последние недели перед гибелью его взгляд изменился. Раньше, когда он смотрел на нее или на детей, в глазах была любовь, тепло, присутствие. Теперь он смотрел сквозь них, словно видел что-то за их спинами, нечто невидимое, неизбежное, что ждало его впереди. «Он уже не был с нами», — скажет Нара год спустя. Его тело еще ходило, разговаривало, ело. Но его душа уже начала уходить. Это не мистика. Это физиология. Когда человек живет в состоянии хронического стресса достаточно долго, мозг начинает отключать эмоциональные связи, чтобы защитить себя от перегрузки. Это механизм выживания. Но у него есть побочный эффект — человек теряет способность чувствовать. Радость, страх, любовь — все становится отдаленным, приглушенным, словно происходит не с ним, а с кем-то другим. Тимир Джумакадыров дошел до этой точки. Он функционировал, но не жил. Он существовал, но не чувствовал. И когда утром 7 октября пришло время садиться в машину и ехать в Талас, его организм уже не сопротивлялся. Потому что сопротивляться было нечему. Тело было пустой оболочкой, которая двигалась по инерции. Врач, лечивший Тимира, плакал, когда давал показания следствию. Он говорил, что видел смерть задолго до 7 октября. Не предвидел, видел. Потому что Тимир умирал не в момент столкновения с грузовиком. Он умирал месяцами, по капле, по клетке, по вздоху. 7 октября просто поставила точку в процессе, который начался гораздо раньше. И если бы не было грузовика, был бы инфаркт. И если бы не было инфаркта, был бы инсульт. Организм Тимира Джумакадырова исчерпал ресурс.
Он больше не мог. После трагедии в архивах Министерства здравоохранения обнаружили статистику, которую никто не публиковал. За последние 5 лет в Кыргызстане 3 высокопоставленных чиновников умерли от сердечных приступов в возрасте до 45 лет. Еще 2 попали в больницу с инсультами, а 1 из них остался инвалидом. Все они работали в сфере безопасности или борьбы с коррупцией. Все они отказывались от отпусков. Все они игнорировали рекомендации врачей. И все они считали, что долг перед страной важнее заботы о собственном здоровье. Тимир Джумакадыров стал частью этой статистики. Но в отличие от других, его смерть не списали на естественные причины. Его смерть списали на случайность. И это, возможно, самая жестокая ирония. Человек, который убивал себя ради страны годами, в конце концов получил эпитафию «погиб в дорожно-транспортном происшествии». Тело не лжет. Медицинские записи не лжут. Тимир Джумакадыров был мертв задолго до того, как грузовик вышел на встречную полосу. 7 октября 2017 года просто сделало очевидным то, что было неизбежным. И теперь вопрос, знал ли он об этом? Чувствовал ли, что его организм на пределе? И если чувствовал, почему продолжал давить на себя, вместо того, чтобы остановиться и попросить о помощи? Кому было выгодно? Это вопрос, который следователи задают в первую очередь, когда сталкиваются со смертью влиятельного человека. Латинская фраза «sui bono» «кому хорошо» стала краеугольным камнем любого расследования, где подозревается заказное убийство. И если применить этот принцип к трагедии 7 октября 2017 года, картина складывается неожиданная. После смерти Тимира Джумакадырова один человек получил все: его должность и его влияние, доступ к его делам и, что самое важное, возможность закрыть те расследования, которые Тимир вел с такой одержимостью. Имя этого человека не называется в официальных документах. Но в закрытых кругах силовых структур все знают, о ком речь. Назовем его заместителем. Он работал под началом Тимира 3 года. Он был исполнительным, лояльным, незаметным. Когда Тимир погиб, заместитель взял на себя его обязанности временно, так было сказано в распоряжении правительства. Но временно превратилось в постоянно, когда через 4 месяца его официально назначили на должность секретаря Совета Безопасности. Никаких конкурсов. Никаких обсуждений. Президент Атамбаев подписал указ, и заместитель занял кресло, которое принадлежало Тимиру. Что произошло дальше, заставляет задуматься. Из 6311 уголовных дел по коррупции, возбужденных при Тимире, около 2000 были закрыты в течение года после его смерти. Официальная причина – недостаток доказательств или истечение срока давности. Но юристы, работавшие с этими делами, рассказывают другую историю. Многие из закрытых дел касались высокопоставленных чиновников, которые при Тимире находились под следствием. После его смерти давление на них прекратилось. Счета разморожены. Обвинения сняты. Карьеры продолжены. Словно смерть Тимира стала сигналом: игра окончена, можно выдохнуть. Заместитель публично заявлял, что продолжает дело Тимира Джумакадырова. Он произносил речи о борьбе с коррупцией. Он клялся, что память о погибшем вице-премьере будет жить в действиях, а не в словах. Но действия говорили обратное. Расследования сворачивались. Аресты прекращались. Антикоррупционные отделы теряли финансирование. К концу 2018 года, через год после трагедии, количество новых уголовных дел по коррупции сократилось на 70%. Журналисты задавали вопросы. Заместитель отвечал уклончиво, мол, изменилась методология, теперь фокус на профилактике, а не на репрессиях. Но все понимали правду: Тимир Джумакадыров был неудобен для слишком многих людей. И его смерть развязала руки тем, кто раньше боялся. Следствие не рассматривало заместителя как подозреваемого. У него было алиби: утром 7 октября он находился в Бишкеке на совещании в правительстве. Десятки свидетелей подтвердили его присутствие.
Нет ни одного доказательства, что он был связан с водителем грузовика Таалайбеком Уулу Автандилом. Нет телефонных записей. Нет финансовых транзакций. Нет показаний свидетелей. Официально заместитель чист. Но экономический и политический след ведет прямо к нему. Потому что единственный человек, который выиграл от смерти Тимира Джума Кадырова, это он. Существует теория, которую шепчут в оппозиционных кругах: смерть Тимира была не столько убийством, сколько устранением препятствия. Не обязательно заместитель лично организовал аварию. Возможно, он просто знал, что она произойдет. Возможно, кто-то из его окружения слил информацию о маршруте Тимира тем, кто хотел его смерти. Возможно, заместитель не убивал, он просто не предотвратил. А в мире большой политики невмешательство равносильно соучастию. Нара Суйналиева, вдова Тимира, никогда не обвиняла заместителя публично. Она верит в судьбу. Она изучила материалы дела и приняла официальную версию. Но есть один момент, о котором она рассказала только близким друзьям. За 3 дня до гибели Тимир пришел домой поздно вечером, после встречи с заместителем. Нара спросила, как прошла встреча. Тимир помолчал, а потом сказал: иногда человек, которому ты доверяешь, оказывается тем, кто больше всех хочет твоего падения. Нара не поняла тогда, о ком речь. Теперь она думает, что знает. После смерти Тимира заместитель ни разу не пришел к его семье. Он не позвонил Наре. Он не навестил детей. На похоронах он присутствовал, стоял в первом ряду, выглядел скорбным. Но после — молчание. Словно Тимир никогда не существовал. Словно 3 года совместной работы были стерты из памяти. И это молчание говорит больше, чем любые слова. Потому что человек, который искренне скорбит, не исчезает. А человек, который чувствует вину, пусть даже неосознанную, избегает встречи с прошлым. В 2019 году, через 2 года после трагедии, заместитель был повышен до министра. Его карьера расцвела. Его влияние выросло. Он стал одним из ключевых фигур в правительстве. А имя Тимира Джума Кадырова постепенно стиралось из публичного пространства. Улицу в его честь не назвали. Памятник не поставили. В учебниках истории его упоминают одной строчкой: секретарь Совета Безопасности погиб в дорожно-транспортном происшествии. Словно его 4 года борьбы с коррупцией, 6311 возбужденных дел, 1000 спасенных бюджетных средств — все это не имело значения. В доме Норы Суйналиевой существует сейф, который она не открывала 2 года. Он стоит в кабинете, где раньше работал Тимир, за книжным стеллажом, и только 3 человека знали о его существовании — Тимир, Нара и личный адвокат семьи. Сам сейф был установлен в августе 2017 года, за 2 месяца до трагедии, по настоянию Тимира, который объяснил это необходимостью хранить важные семейные документы. Но Нара знала правду: Тимир прятал нечто, о чем не мог говорить вслух. 6 октября, за день до гибели, он вернулся домой поздно вечером с небольшой папкой в руках. Он прошел в кабинет, закрыл дверь, и Нара услышала характерный звук поворота ключа в замке сейфа. Через 20 минут Тимир вышел. Папки в руках не было. Он выглядел опустошенным, словно только что закопал последнюю надежду. Адвокат семьи рассказывал после трагедии, что за неделю до 7 октября Тимир пригласил его в кабинет и сказал: «Если со мной что-то случится, ты откроешь этот сейф только через 2 года. Не раньше. И только в присутствии Норы». Адвокат попытался уточнить: «Тимир Курмангазиевич, что может случиться?» Тимир не ответил. Он просто положил на стол запечатанный конверт с инструкциями и попросил расписаться в получении. Адвокат расписался, думая, что это очередная бюрократическая формальность. Но после гибели Тимира, когда конверт был вскрыт, стало ясно, это было завещание иного рода. В нем перечислялись имена 5 человек из окружения вице-премьера, которым Тимир не доверял. И указание:
содержимое сейфа докажет их участие в том, что должно произойти. Нара соблюдала волю мужа. Она не открывала сейф. Она не просила адвоката нарушить инструкции. Она ждала 2 года, как было велено. А пока ждала, в ее доме происходили странные вещи. Трижды за 1-й год после трагедии в дом пытались проникнуть. Первый раз, через 2 месяца после похорон, кто-то взломал замок на заднем входе ночью, но сработала сигнализация, и грабитель скрылся. Второй раз, через полгода, соседи заметили незнакомого человека, который несколько дней подряд стоял напротив дома, словно изучая расписание семьи. Третий раз, через 10 месяцев, Нара вернулась с детьми из школы и обнаружила, что кабинет Тимира обыскан, книги сброшены с полок и ящики стола распахнуты, но сейф не тронут. Грабители не знали, где он спрятан. Или знали, но не смогли вскрыть. Полиция зафиксировала все 3 инцидента, но не нашла преступников. Официальная версия — обычные грабители, случайные попытки воровства. Но Нара знала иное. Ее дом не представлял интереса для обычных воров. Никаких драгоценностей, никакой дорогой техники, ничего, что можно легко продать. А если целью был сейф, значит, кто-то знал о его существовании. Кто-то из тех 5 имен, которые Тимир записал в завещании. Кто-то, кто боялся, что содержимое сейфа всплывет на поверхность. Через 2 года, осенью 2019 года, Нара и адвокат вскрыли сейф в присутствии 2 свидетелей. Внутри лежали 3 предмета. Первый — флешка с файлами, защищенными паролем, который Тимир оставил в запечатанном письме адвокату. Второй — рукописный список из 5 имен, каждая сопровождалась краткой заметкой. Получил взятку от компании X, слил информацию журналистам, встречался с представителями преступной группировки. Третий — диктофонная запись разговора, датированного 3 октября 2017 года, за 4 дня до гибели. В записи слышен голос Тимира и еще одного человека. Тимир спрашивает: «Ты понимаешь, что если я подниму этот вопрос публично, твоя карьера закончится?» Второй голос отвечает: «Тимир Курмангазиевич, я прошу вас не делать этого. У меня семья. У меня дети». Тимир молчит несколько секунд, а потом говорит: «Я дам тебе неделю. Либо ты сам подаешь в отставку, либо я передаю дело в прокуратуру». Разговор обрывается. Но голос второго человека узнаваем. Это заместитель. Адвокат немедленно передал материалы из сейфа в Генеральную прокуратуру. Началось расследование. Но через 3 месяца дело закрыли за отсутствием состава преступления. Официальное заключение гласило: записи не содержат прямых доказательств совершения уголовно наказуемых деяний. Показания свидетелей противоречивы. Материальный ущерб государству не доказан. Заместитель к тому времени занимал должность министра. Его адвокаты подали встречный иск о клевете на основании посмертного обвинения. Нара отозвала иск, не желая втягивать детей в судебное разбирательство. Но флешка из сейфа содержала нечто большее, чем просто список имен. Когда эксперты взломали пароль и открыли файлы, обнаружилась детальная схема коррупционной сети, которую Тимир собирал 4 года. Имена, даты, суммы, банковские счета, фотографии документов, записи телефонных разговоров. Все аккуратно систематизировано, снабжено комментариями, готово для передачи в суд. Эта база данных охватывала не только 5 человек из окружения Тимира. Она включала 23 чиновника разного уровня, 8 бизнесменов и 4 сотрудников правоохранительных органов. И если бы эта информация была обнародована при жизни Тимира, скандал потряс бы всю страну. Но Тимир не успел. Или не решился. Или ждал подходящего момента, который так и не наступил. После закрытия дела Нара приняла решение, которое многие сочли безумием. Она скопировала содержимое флешки и передала копию нескольким независимым журналистам с просьбой опубликовать через 5 лет, в 2024 году. «Правда должна выйти наружу», — сказала она, «но я не хочу, чтобы мои дети росли под тенью этой войны». Журналисты пообещали.
Некоторые выполнили обещания. Другие испугались угроз и уничтожили материалы. Но достаточно копий осталось в обращении, чтобы рано или поздно правда всплыла. А заместитель продолжил карьеру. Он выступает на конференциях. Он дает интервью о борьбе с коррупцией. Он произносит речи о памяти Тимира Джума Кадырова, называя его образцом служения Родине. И каждый раз, когда он говорит это, Нара выключает телевизор. Потому что знает, человек, который убил ее мужа, не обязательно держал в руках оружие. Иногда достаточно просто знать маршрут и промолчать в нужный момент. Существует разговор, о котором не принято упоминать в официальных кругах. Он состоялся 6 октября 2017 года, за 24 часа до трагедии, между Тимиром Джума Кадыровым и человеком, которого он считал другом. Они встретились не в кабинете, не в правительственном здании, а в небольшом кафе на окраине Бишкека, где никто не знал их в лицо. Встреча не была записана ни в одном протоколе. Ни один из охранников не сопровождал Тимира. Он приехал один, на такси, чтобы не привлекать внимания. И то, что произошло за столиком у окна в течение 40 минут, изменило все. Свидетелей разговора не было. Но официант, который подавал им чай, запомнил сцену, потому что она была странной. Два мужчины сидели напротив друг друга. Один, Тимир, как выяснилось позже, говорил тихо, но напряженно, наклонившись вперед. Второй молчал, слушал, иногда качал головой. В какой-то момент Тимир достал из внутреннего кармана пиджака конверт и положил его на стол. Второй человек посмотрел на конверт, но не взял. Тимир настаивал, толкая конверт ближе. Второй отодвинул его обратно. Тогда Тимир сказал что-то резко, официант не слышал слов, но тон был жестким и встал из-за стола. Он бросил деньги за чай и ушел, оставив конверт лежать на столе. Второй человек сидел еще несколько минут, глядя в окно, а потом взял конверт, спрятал во внутренний карман и тоже ушел. Официант рассказал эту историю журналистам только через год после трагедии, когда увидел фотографию Тимира Джума Кадырова в газете, посвященной годовщине его смерти. Он опознал лицо мгновенно. Но второго человека он не помнил, средний возраст, костюм, ничего примечательного. Полиция попросила официанта составить фоторобот. Результат был настолько общим, что подходил под описание половины чиновников Бишкека. Но Нара знала, кто был тем вторым человеком. После того, как адвокат вскрыл сейф и передал материалы прокуратуре, среди документов на флешке обнаружилась переписка Тимира в мессенджеры, датированная 6 октября. В 10 часов вечера, через 3 часа после встречи в кафе, Тимир написал сообщение заместителю: «Ты сделал выбор. Теперь я знаю, на чьей ты стороне». Ответа не последовало. Через 9 часов Тимир был мертв. Что было в том конверте, который Тимир пытался передать? Нара предполагает, это была последняя попытка спасти заместителя. Возможно, там были копии документов, компрометирующих других чиновников, с предложением: «Помоги мне довести дело до конца, и я закрою глаза на твои ошибки». Возможно, там были деньги, не взятка, а помощь, чтобы заместитель мог уехать из страны до того, как грянет скандал. Возможно, там было просто письмо, объясняющее, почему Тимир вынужден действовать, даже если это разрушит карьеру друзей. Но заместитель отказался взять конверт. И этот отказ был не проявлением чести. Это было признание, путь назад отрезан. После смерти Тимира заместитель ни разу публично не упомянул об их последней встрече. Когда журналисты спрашивали, когда он в последний раз видел вице-премьера, он отвечал уклончиво, на совещании за несколько дней до трагедии. Ложь была технически точной, встреча в кафе не была официальной, значит, и ее можно не считать. Но ложь оставалась ложью. И Нара знала правду. 3 месяца спустя после гибели Тимира Нара получила анонимное письмо. Написано от руки, без обратного адреса. В письме говорилось: «Ваш муж предложил мне спасение. Я отказался, потому что боялся.
Теперь я каждую ночь вижу его лицо. Он смотрит на меня и спрашивает: «Почему ты не взял конверт?» Я не знаю ответа. Подписи не было. Но Нора знала, от кого письмо. Она никому его не показала. Она сожгла его в камине, потому что слова мертвого труса не заслуживают хранения. Заместитель живет с этим грузом. Каждое утро он просыпается, зная, что мог предотвратить трагедию. Он мог предупредить Тимира. Он мог раскрыть заговор, если заговор был. Он мог хотя бы взять тот чертов конверт и прочитать, что внутри. Но он испугался. Он выбрал свою карьеру вместо жизни друга. И теперь его карьера расцвела на могиле Тимира Джумакадырова. В киргизской культуре существует понятие «ак-ниет» — чистое намерение. Считается, что человек с чистым намерением может спать спокойно, даже если весь мир против него. Но человек с грязной совестью никогда не найдет покоя. Заместитель не спит спокойно. Те, кто работает с ним, говорят, что он стал раздражительным, замкнутым. Он принимает снотворное. Он избегает упоминаний о Тимире Джумакадырове. Когда на совещаниях кто-то вспоминает о борьбе с коррупцией, которую вел Тимир, заместитель резко меняет тему. Нора не жаждет мести. Она верит в судьбу. Но она также верит в справедливость. И она знает, рано или поздно правда выйдет наружу. Потому что правда не исчезает. Она ждет своего часа, как семя, закопанное в землю, ждет весны, чтобы прорасти. Таалайбек Уулу Автандил провел в больнице 3 недели после 7 октября 2017 года. Переломы ребер, сотрясение мозга, разрыв селезенки. Врачи говорили, что он выжил чудом. Когда его выписали, он вернулся в свое село и больше не садился за руль грузовика. Соседи рассказывали, что он изменился, перестал улыбаться, перестал разговаривать с людьми, целыми днями сидел во дворе, глядя в одну точку. Иногда по ночам его жена слышала, как он плачет. Она спрашивала, что случилось. Он не отвечал. В январе 2018 года начался суд. Таалайбек признал вину. Его адвокат, назначенный государством, потому что у Таалайбека не было денег на частного защитника, просил смягчить наказание, ссылаясь на то, что подсудимый раскаивается, имеет 3 малолетних детей и сам пострадал в аварии. Прокурор требовал максимального срока — 8 лет лишения свободы. Судья вынес приговор — 6 лет колонии общего режима и выплата компенсации семьям погибших в размере 2 127 000 сомов. Таалайбек не мог выплатить эту сумму. У него не было имущества. Его дом принадлежал родителям. Грузовик, на котором он работал, принадлежал транспортной компании и был уничтожен в аварии. Его отправили в колонию в Чуйской области. Там, в столярной мастерской, он молчал, но по ночам сокамерники слышали, как он повторяет одно и то же «я не хотел». «Клянусь Аллахом, я не хотел». Администрация колонии характеризовала его как тихого, замкнутого, не склонного к нарушениям. Через 2 года, в 2020-м, его условно-досрочно освободили за примерное поведение. Он вернулся в село, но село больше не хотело его видеть. Жизнь, которую он оставил, больше не существовала. Жена подала на развод, пока он сидел. Дети жили с ее родителями. Односельчане избегали его, потому что он был тем человеком, который убил вице-премьера. Осенью 2021 года, через 4 года после трагедии, один журналист разыскал Таалайбека и попросил дать интервью. Таалайбек сначала отказывался. Но журналист настаивал: люди имеют право услышать вашу версию. Вы единственный, кто выжил в той аварии. Таалайбек согласился. Они встретились в доме его родителей. Камеру не включали, Таалайбек поставил условие, что записи не будет. Разговор длился 3 часа. То, что рассказал Таалайбек, не вошло в официальные материалы дела. Но журналист записал все от руки. Таалайбек говорил медленно,
с трудом подбирая слово. Он вспоминал утро 7 октября. Он вез груз металлоконструкций из Бишкека в Талас. Выехал рано, около 6 часов. Дорога была в ремонте, одна полоса перекрыта. Он ехал осторожно, потому что грузовик был тяжелый. На участке возле села садовая дорога сужалась. Таалайбек притормозил. И тут он не может объяснить, как это произошло, руль резко вывернуло вправо. Он попытался выровнять. Не успел. Грузовик выехал на встречную полосу. Он увидел черный внедорожник, мчащийся навстречу. Попытался затормозить. Поздно. Удар. Темнота. Очнулся он в больнице. Врачи сказали, что 3 человек из внедорожника погибли на месте. Таалайбек плакал, когда узнал. Он повторял: «Я не хотел. Клянусь Аллахом, я не хотел». Следователи допросили его несколько раз. Вопрос был один: почему руль вывернуло? Таалайбек не знал ответа. Эксперты проверили грузовик, то, что от него осталось. Рулевая система была исправна до момента удара. Тормоза работали. Никаких технических неисправностей, которые могли бы объяснить потерю управления. Но Таалайбек рассказал журналисту деталь, которую не рассказывал следствию, потому что боялся, что его сочтут сумасшедшим. За несколько секунд до того, как руль вывернуло, он услышал странный звук, будто что-то щелкнуло под капотом. Не взрыв, не грохот, а тихий металлический щелчок. Таалайбек подумал тогда, что-то сломалось. Но не успел среагировать. Журналист спросил: «Вы думаете, кто-то мог заранее повредить грузовик?» Таалайбек помолчал, а потом сказал: «Я не знаю». Но грузовик стоял ночью на стоянке транспортной компании. Охраны там не было. Любой мог подойти. Версия о диверсии не проверялась. Следствие посчитало ее фантазией. Грузовик был уничтожен, эксперты не нашли следов взрывчатки или механических повреждений, нанесенных преднамеренно. Дело закрыли. Но Таалайбек верит в свою версию. Он говорит, что каждую ночь видит один и тот же сон. Он ведет грузовик, слышит щелчок, и руль вырывается из рук. Он просыпается в холодном поту, понимая, что был не виновником, а инструментом. Журналист спросил: «Вы получали деньги? Вас кто-то просил поехать по этой дороге именно в это время?» Таалайбек покачал головой: «Нет. Я получил заказ на перевозку груза, как обычно. Время выезда определила компания. Маршрут стандартный. Никто мне не звонил. Никто ничего не предлагал». Журналист настаивал: «Но если грузовик был поврежден заранее, кто-то должен был знать, куда вы поедете». Таалайбек пожал плечами: маршрут был известен в компании. Диспетчер, начальник гаража, водители, которые тоже работали в тот день. Человек 20, не меньше. Интервью не было опубликовано. Редакция газеты, куда журналист принес материал, отказалась печатать: слишком спорная версия. Нет доказательств. Может быть воспринято как попытка обелить виновника. Журналист сохранил записи. Но они лежат в его архиве, невостребованные, как и многие другие детали этой истории. Таалайбек Уулу Автандил сегодня живет один, в доме родителей, которые умерли вскоре после его освобождения. Он не работает. Он получает небольшое пособие от государства. Он не женился снова. Дети не хотят его видеть. Односельчане считают его проклятым человеком. А он каждое утро просыпается с одним вопросом: был ли он убийцей или жертвой того же заговора, что унес жизнь Тимира Джумакадырова? Ответа нет. Есть только разбитый грузовик на свалке, 3 могилы на Уларчинском кладбище и человек, который носит вину за преступление, в котором, возможно, не виноват. Нарасу Иналиева не вышла замуж повторно. Она воспитывает 3 детей одна, работает юристом, ведет тихую жизнь вдали от политики.
Старший сын поступил в университет на факультет права, говорит, что хочет продолжить дело отца. Дочь мечтает стать врачом. Младший еще учится в школе. Они помнят отца по фотографиям, по рассказам матери, по той памяти, которую Нора старательно хранит в доме. Но они не помнят его голоса. Не помнят, как он смеялся. Не помнят, как обнимал их перед сном. Семьи Нурлана Джамгарчиева и Нурбека Муканова, помощника и водителя, погибших вместе с Тимиром, получили компенсацию от государства. Их дети растут в домах бабушек и дедушек. О них редко вспоминают. Их имена не упоминаются в новостях. Они стали сносками в истории, которая помнит только главного героя. Заместитель, занявший должность Тимира, продолжил карьеру. К 2024 году он стал одним из ключевых фигур в правительстве Кыргызстана. Его имя фигурирует в списках возможных кандидатов на высшие государственные посты. Из 6311 уголовных дел по коррупции, возбужденных при Тимире, к концу 2023 года завершено менее 1000. Остальные закрыты, приостановлены или переданы в архив. Антикоррупционные инициативы, которые продвигал Тимир, свернулись. Новое руководство Совета Безопасности фокусируется на профилактике вместо репрессий формулировка, которая означает «мы не будем трогать влиятельных людей». Талайбек Уулу Автандил, водитель грузовика, живет в своем селе как изгой. Его версия о странном щелчке под капотом грузовика перед аварией так и не была проверена должным образом. Грузовик уничтожен. Эксперты не нашли следов диверсии. Дело закрыто. Но вопрос остается, был ли он инструментом чужой воли или просто невезучим человеком, который не справился с управлением в неподходящий момент? Страна изменилась. Кыргызстан прошел через очередные политические потрясения, смену власти, протесты, реформы. Имя Тимира Джума Кадырова постепенно стирается из публичного пространства. Улицы в его честь не названы. Памятники не установлены. В учебниках истории ему посвящена одна строчка. Новое поколение не знает, кто он такой. А те, кто помнит, предпочитают молчать. Потому что правда о его смерти неудобна. Она задает вопросы, на которые никто не хочет отвечать. Но в киргизской культуре существует понятие «эстелик» — память, которая живет в сердцах, а не на мраморных плитах. Тимир Джума Кадыров остался в памяти как человек, который пытался изменить систему и был раздавлен ею. Как человек, который знал о приближении конца и все равно шел вперед. Как человек, который выбрал долг вместо жизни. И в этом выборе его величие и его трагедия. 7 октября 2017 года навсегда осталось днем, когда дорога в селе Садовое стала могилой для троих. Но это был не просто несчастный случай. Это был итог 4 лет борьбы, которую один человек вел против системы, слишком могущественной, чтобы ее победить. Это был финал истории, в которой герой знал, что проиграет, но не мог отступить. Потому что отступление означало бы предательство самого себя. Кто звонил Тимиру утром 7 октября? Был ли этот звонок реальным предупреждением или последней проверкой, что он выехал в нужное время? Были ли те странные знаки, о которых он говорил жене, настоящими предчувствиями, или человек просто чувствовал, что выход из лабиринта закрыт, и искал объяснения в символах? Было ли щелчок под капотом грузовика диверсией, или усталый водитель потерял контроль в самый неподходящий момент? Ответов нет. Есть только дорога в селе Садовое, на которой судьба 3 мужчин оборвалась в одно мгновение. Есть семья, которая до сих пор ждет справедливости. Есть человек в кабинете министра, который не может забыть конверт, лежащий на столе в кафе. И есть водитель грузовика, который каждую ночь просыпается от звука металлического щелчка, которого, возможно, никогда не было. История Тимира Джума Кадырова не закончена. Она ждет своего продолжения, когда флешки, спрятанные в архивах журналистов, будут открыты. Когда документы из сейфа перестанут быть недостаточными доказательствами.
Когда правда выйдет наружу не как конспирологическая теория, а как судебный приговор. А пока она живет в памяти тех, кто знал Тимира. В сердцах тех, кто верит, что справедливость рано или поздно восторжествует. В надежде, что однажды дорога в селе Садовое перестанет быть просто местом трагедии и станет символом цены, которую платят люди, выбирающие правду вместо молчания.